Казан, нурлы Казан, дәртлі Казан, мыңлы Казан. На эти строки Тукая вдохновила Казань. Сегодня по тукаевским местам историческое путешествие совершаем мы вот на таком современном транспорте. Баран заманда, безнең гасыр башында, безнең гасыр түгелле. Тукай и Кариев, тезки по имени, были близкими друзьями. Много времени проводили вместе, путешествовали и оба стремились к прогрессу. Вот и экскурсия в современном формате. Поскольку самокаты стали уже частью городской казанской нашей культуры, и это молодежный формат, мы решили использовать этот формат. Тукаевские места в городе, театральные места в городе, они до сих пор для нас очень живы, насыщены историей. Изучение истории через какие-то новые физические упражнения, мне кажется, это намного интереснее. Экскурсия по историческому центру Казани, местам, где гуляли Тукай и Кариев. Обязательная остановка в сквере Тукая и возложение цветов к памятнику великого поэта. Этот метод изучения творчества, пути нашего великого поэта – это хороший вызов для молодежи. Если даже я знаю о Тукае много, будет интересно моим подписчикам, которые не знают, да. Сам очень много информации сейчас узнал. Следующая остановка рядом с театром Камала. Напротив были номера гостиницы «Булгар». Как раз в номерах «Булгар» проживал Габдулла Тукай. И там останавливался Габдулла Кариев. И там были сыграны первые спектакли в Казани, которые организовал Габдулла Кариев, труппа «Саяр». Так все интересно. Окунулась с детства. Во-первых, то, что я на самокате катаюсь, это так здорово. Во-вторых, то, что мы это все связали с именем великого поэта Габдуллы Тукая, который в свое время был очень прогрессивным. Конечный пункт – литературный музей Габдуллы Тукая. Именно в этом здании Кариев хотел открыть театр. Сегодня музей их снова объединил, а новый формат изучения истории их жизни понравился всем. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.